вечер, дорогие друзья! Меня зовут Юля. Это новое интеллектуальное шоу «Блеск умом». Меня зовут Алдынса, и сейчас мы проверим наших звезд на интеллектуальные способности. Если мы готовы, то давайте начинать! Друзья, представляю вам первую парочку. Хочется сказать, какие они красивенькие, талантливые и умненькие. Под ваши бурные аплодисменты Инна Клоян и Даян Дансюрюн. Ну а мою парочку можно представить как талантливых и сообразительных людей. Встречайте Азиана Уангур и Александр Мады. Ну что, дорогие наши гости, мы рады приветствовать вас в нашей уютной студии на нашем первом интеллектуальном шоу «Блеск умом». Расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, что сказать. Мне 28, работаю здесь уже второй год. С детства мечтала быть журналистом с 4 класса. Но родители мне не разрешили, потому что профессия была на тот момент опасной. Спустя 16 лет я попробовала, принесла резюме, и меня приняли. Ну, в принципе, все, наверное. Спасибо. Хорошо. Меня зовут Даян Дансюрюн, мне 26 лет, работаю корреспондентом ТОА-24 уже 1 год. До этого работал фотографом здесь же, в этой организации. Журналистикой как такого никогда не интересовался, но это очень интересное занятие для меня показалось, поэтому посвятил свою жизнь пока что этому направлению. Друзья, хочется отметить, что в ТОА-24 самые красивые и умные телеведущие. Что ты нам льстишь? Я не зря сказала, что моя команда самая талантливая. Александр, я знаю, что у вас есть свой клуб танцев. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и вообще о ваших интересах. Я среди здесь всех присутствующих самый талантливый. Вот это да, громкое заявление. Так, Александр Мада, 33 года, предприниматель, волшебник, массажист, танцор, игротехник, квестоман, умею все, могу все. Юля, не смотри на меня влюбленными глазами. Нет, мой сердечко уже занято. Не то, что клуб танца, просто преподаю занятия по бачате для пар. Вау, очень круто. Латиноамериканские танцы. Спасибо большое. Азиана, пожалуйста, похвастайтесь. Я тоже знаю, что вы очень талантливая девушка. Как, насколько я помню, вы доброволец, да, или что? Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее? Что вы? Что вы за чудо-женщина такая? Да нет, я не чудо. Меня зовут Азиана Уангур, мне 26 лет. Я работаю в российском движении школьников. Кто-нибудь, наверное, слышал про нашу организацию? РДШ. Да. РДШ. Мы работаем со школьниками со всей Тувы. Работать я начала с лета, вот с 21 года, недавно, полгода, наверное, уже прошло. Вот, занимаюсь волонтерством, добровольчеством, активистка, общественница тоже. Вау. Ну, не талантливая, не танцую, не пою. Спасибо большое. Вот это да, команда у нас такая собралась. Первый раунд зовется «Это все знают». Вам нужно лишь ответить на 10 вопросов. Совершенно верный ответ вы должны нам сегодня дать. 5 секунд на каждый вопрос. За каждый правильный ответ 1 балл получается. Ну что, первая команда – это команда красивеньких и умненьких. У нас сегодня, как я уже сказала, 10 вопросов. Друзья, вы готовы? Давай, погнали. Вопрос первый. Единицы измерения силы в системе Си. 1, 2, 3, Какой вопрос? 4, 5. Окей, правильный ответ – Ньютон. Итак, следующий вопрос. Имя первой собаки-космонавта. Что-то мы переборщили с... Лайка. И это... Да все. Правильный ответ. Экзамен по какому предмету старик Хаттабыч помогал сдавать Вольке? И это неправильный ответ. Назовите, пожалуйста, столицу Англии. Лондон. Совершенно верно. Бытовое название сахарозы. Ну, сахар.
Сахар, и это правильный ответ. Какое вещество является основным компонентом кислотных дождей? Что, кислород? И это неправильный ответ. Сколько струн у скрипки? У скрипки? Да. 4. 4, совершенно верно. Сколько из 7 чудес света сохранилось до наших дней? 7. Давайте мы А, 7 дадим... чудес света? Мгм. Одно? Одно. И это правильный ответ. Цветочная поза, йога, Еще раз? лотос. И это правильный ответ. Какую форму имеет зрачок глаза у осьминога? Горизонтальную, плоскую. Форму. Прямоугольную. Ну что, дорогие друзья, вы ответили на большую часть вопросов, тем не менее, вы молодцы. Хоть какой-то. Результат. А теперь мы приступаем к нашей второй команде. Первый вопрос. Кто пользуется мастихином? Художник или кузнец? Чем пользуется? Мастихином. Художник пусть Кузнец. будет. Художник? Окей, хорошо, правильный ответ. А попробуйте угадать, что такое мастихин. Не знаю, кисти Это- или... Почти правильно, это лопатки для смешивания красок. Второй вопрос. Столица Литвы. Вильнюс? Правильный ответ! У-ху! Декоративная карликовая порода животных, которая называется мини-пик. Чихуахуа? Или... Свинья? Да, правильно. Название какого знака препинания происходит от латинского слова разделение? Тире? Чего? А, знак препинания. О, Азиана ответила правильно, но немного, если... Да, по-другому тире как называется? Тире? Называется, Давайте. дефис. Каким коротким словом называется низкий табурет с мягким сиденьем? Стульчик? Нет, немного по-другому это называется пуф, и, к сожалению, вы ответили неправильно. Пуфик. Наука, изучающая явления природы. Природоведение. Биология. Нет. Нет. Окружающий мир. Нет. Дорогие ребята, зрители, правильный ответ это физика. О, Сколько секунд в часе? Правильный ответ 3600 секунд в одном часе. Следующий вопрос. Назовите имя художника, приятеля Незнайки. Имя художника, приятеля Незнайки. Рисовал. Карандаш? Карандашкин? Карандаш? Мы тут все опозорились. Я не знаю. Карандашкин или как-то там. Правильный ответ тюбик. Йоу. Назовите наибольшее двухзначное число. 99. Правильный ответ. На каком материке нет рек? На каком материке нет рек? Да. Вообще нету рек. Нет. Какие у нас материки Ни есть? капельки нету. Там Ни жарко, там капельки жарко. нет. там не жарко? Атлантический? Нет? Ваше время истекло, к сожалению, правильный Австралия? ответ Антарктида. Антарктида, Там не блин. Антарктида, что мы тут? Вот и закончился наш первый блок. Давайте поаплодируем нашим игрокам. На самом деле вы молодцы. Были очень сложные вопросы. Честно говоря, я ни на один вопрос не смогла бы ответить. With every touch of your skin, my aching heart, oh, it makes me sin. Друзья, ну а мы готовы перейти ко второму раунду.
Он у нас зовется «Найди ложь». Мы прочитаем вам несколько фактов, один из них неверный. Вам нужно найти именно его, то есть найти неверный факт. Первый факт про Аллу Пугачеву. Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2014 году. Второй факт. Изначально Алла Пугачева скрывалась под псевдонимом Борис Горбонос. Алла Пугачева уже как 11 лет прекратила гастрольную деятельность. Так, 7 лет. Ой, 7 лет. В 2014 году это они поженились, да? Потом какой-то псевдоним у нее и гастрольная 11 деятельность. лет. Поженились, псевдоним, гастрольная деятельность. Вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе гулить. Вот это будет неверный факт. Первый, да? Да, неверный факт это то, что они поженились в 2014 Мы очень году. умные. Но они же давно вместе уже, сколько там? Так, с вами программа «Интуиция» Александра Мата, и она Почему оказалась интуиция? правильной! А на Правильно? самом Да. деле, да! На самом деле, они поженились не в 2014 году, а в 2011. Ну... Ежик в тумане крутой. Вот, да. Следующий вопрос. Ну что, дорогие друзья, давайте мы дадим ответку команде номер 2. Вы готовы? Да. Нет, да. Мы сейчас тоже так сделаем. Итак, сейчас у нас будут факты про Леонида Ярмольника. Это вообще кто, да? Факт первый. Леонид Ярмольник отказался от звания заслуженного артиста в 1994 году. Леонид Ярмольник озвучил главного героя Грю в мультфильме «Гадкий я». В картинке «Кин-дза-дза» Леонид Ярмольник сыграл торговца космической пылью. У них жесткий Давайте. вопрос. Я Вообще про него жесткий. знаю, что он был жюри КВН. То есть все. Я больше про него ничего. Внешность какая у него хотя бы, я вспомнил. Это Я вообще не знаю. жесткие Он вопросы. высокий. по-моему. Ермольник. А нет, он не знаю, не помню. Ну кто он, тут какой седой он какой, я не помню, просто хотя бы его визуально вспомнить. Я между первым и третьим. Давай, вот, я за первый, давай, все, значит первый. Ты за первый? Да. Да, стой. Какой ответ? Третий? Третий. И это, дорогие друзья, правильный ответ! На самом деле мы знали, мы нас просто... Как сказала Алтынсай, у нас программа «Интуиция». У кого Александра хорошо Мада. работает Да. интуиция. Я почувствовал влияние с той стороны просто. Да. Пора менять название нашего шоу не «Блеск умом», а «Блеск интуиции». Третий факт будет у нас про Денберела Оржака. Первый факт. Денберел Оржак стал студентом Академии Игоря Крутого. Второй факт. Его знак зодиака Близнецы. Третий факт. Денберел отказался от сотрудничества с лейблом Мальфа. Какой из этих трех фактов неправильный? Что интуиция начинается. Я чувствую уже Так. энергию. Мальфа, Да. близнецы. Близнецы и Академия Игоря Крутого. Да он состоит в академии, он Да. вышел ежик из тумана, вынул ножик Не-не-не. из кармана, буду Первый, резать, два. буду бить, все равно тебе гулить. Первый. Мальфа отказался от сотрудничества с Мальфой. Интуиция. Диана Вангур. Она положила руку первую, Тут давай вот что, так. ответы видно или я не знаю? как- Вы угадали, да? Почему все время это что, сила ежика в тумане? Ежик в тумане еще ни разу не подводил меня на экзамене тоже. Итак, друзья, следующая наша звезда — это Александр Кулар. Надеюсь, все его знают. Ну, ладно. Александр Кулар. Окей. А, Факт первый. Александр Кулар вел собственный юмористический скетч-ком о студентах РУДН под названием «Зачет». Александр Кулар выбыл из полуфинала шоу талантов «Минута славы». Александр Кулар получил золотую кнопку YouTube. Ну, я помню, да, на ютубе у него, короче, он ходила эта тема. Вот он
Я чувствую, вот люди направляют уже, да, давайте положимся. Подожди. Я полагаюсь на энергии, которые посылает нам наш оппонент. Вот. Поделитесь им ежиком, пожалуйста. А что было? Так, Так, второе. Что? второе. Выбыл из полуфинала шоу «Талантов» Если честно, Мирослава. это более... Я вообще не знаю, был ли он там. Ну, я давайте за второе, да. Второе ложь. Мгм. Вы вместе за второй ответ. Да. Да? Ина? Да. Да. Наверное, да. Блин, если это правильно. Это неверный ответ. О, в смысле? Оказывается, не получал золотую кнопку YouTube. Вот и завершен наш второй раунд, мы переходим к третьему. Я даже не представляю, как можно все это обнять, все сюда засунуть. Подожди, слушай, чтобы все засунуть, надо вообще-то капюшончик надеть, чтобы не замерзнуть. Надень капюшон. Вы... У меня голова не мерзнущая. И мерзнущая голова. Ну да, конечно, чему там может мерзнуть? Это новое интеллектуальное шоу «Блеск умом», и мы продолжаем третий раунд, блестящий финал. Давайте, друзья, поаплодируем за то, что мы дожили до этого блестящего момента. Итак, друзья, все очень-очень просто. Вам даются несколько вопросов. Кто первый крикнет «Будем» или «Будем» или «Будем», как вам удобно, можете прорепетировать. Тот и отвечает на вопрос, который мы вам зачитаем. Так? Как Ина? Все согласны? Ну что, друзья, за каждый правильный ответ вам дается 1 балл. И сейчас я озвучу первый вопрос. Правила вы все уже знаете, кто быстрее реагирует, тому и балл. Что такое H2O? Эта команда была быстрее. Вода. Вода. И, Да. конечно же, это верный ответ. Молодцы. Хоть на что-то, без всякой интуиции, наша команда смогла ответить. Спасибо. Итак, вопрос второй. Как написать мышеловка 5 буквами? Александр был Что это первый. было? Ну, Повторите это вопрос, просто пожалуйста. Ага, ваш ответ. Какой вопрос? Как написать мышеловка 5 буквами? Как написать мышеловка 5 буквами? Давайте, друзья, договоримся. Если вы готовы дать ответ, тогда вы кричите «А». Хорошо, чтобы мы не тянули наше время. Давайте еще раз я зачитаю вопрос тогда, да? Как написать мышеловка 5 буквами? Согласны. Нет, там больше 5 букв. Мышка! Кошка. Это Это логично. вопрос с подвохом. Какой спортсмен ходит сидя? Какой спортсмен ходит сидя? Да. Я дома так. Просто ходит или ходит куда-то? Или вот на Это- соревнования? Это тоже вопрос с подвохом. Правильный ответ это шахматист. А, вот. У меня на языке крутилось. Ё-моё, вот это подвох. А Вот мы это уже вопрос. захвалили за правильный ответ вода. Ну ладно. Это Итак, друзья, следующий вопрос.
Сколько братьев было у Элизы в сказке «Дикие лебеди»? 11. И это верный ответ. Сатурн какая по счету планета от Солнца? Сатурн? Да. 5. Почти. 6-я. Я просто Они были умниками. И какая компания является крупнейшим в мире дистрибьютором игрушек? Бум-бум. Ну давайте рискнем. Свинка Пеппа. Не, детских игрушек, да? А, что, киндер-сюрприз, что ли? Итак, друзья, правильный ответ – Макдональдс. Ну почти. Она круглая, с хвостом и все отделяет. Что же это такое? Клубок. Нет, Круглая с хвостом и все. отделяет. Круглая с хвостом, все отделяет. Запятая. Звук! Слишком громко. Правильный ответ? Запятая. А, круглая с хвостом и все. Дорогие друзья, вот и закончился третий раунд нашей интеллектуальной игры «Блеск умом», и сейчас мы подведем итоги. По итогам 3 раундов победила команда талантливых Александр Мадер и Азияна Уангур. Это новое шоу «Блеск умом». С вами была Юлия Барбакол И Алтынсай Салчак. Смотрите нас каждую неделю на телеканале Тува 24.